Уважаемые телезрители, вы смотрите программу «Мордовский блок новостей», в которой мы обсуждаем прошедшие в Мордовии за минувший месяц новости и ноябрьские события. Будет комментировать член Совета непарламентских партий при Госсобрании Республики Мордовия, заместитель генерального директора компании «Депозит» Фаина Юрьевна Макарова. Фаина Юрьевна, первый блок новостей, он очень такой тяжелый, называется «Насилие в школах и детсадах». В социальных сетях 21 ноября появилось видео, на котором учитель школы в коридоре, школа номер 3 в поселке ТЭЦ-2, избивал, можно сказать, оскорблял своего ученика. Хотя те, кто писали в комментариях в социальной сети, видимо, тоже школьники, они говорили, что школьник этот еще на уроке, видимо, оскорблял учителя, вот учитель так его оскорбил. Как вы считаете, можно ли так, как бы сказать, конечно, нельзя так относиться к ученикам, и вообще как решать школьные конфликты между учителями и детьми, и между учениками? Проблема, конечно, на сегодняшний день у нас стоит не только в этой школе. Вот, она есть республиканского, она российского масштаба. Связана она с тем, что общество у нас все-таки во многих вопросах деградирует. И с учетом деградации стали такие отношения между учителями и детьми, которые раньше, вот в наше время, когда мы учились и росли, естественно, никогда такого быть не могло просто-напросто. Я своих детей, со своей стороны у меня, то есть 3 дочерей, на сегодняшний день 4 внуков, надеюсь, что еще прибавится со временем. Вот, всегда старалась воспитывать с чувством уважения к учителю. В детском саду к воспитателю, к нянечкам. Тем более, что сама я тоже получала педагогическое образование. Первое мое образование высшее было педагогическое. Сестра у меня работает педагогом. Поэтому для меня вот тема детей и учителей, она довольно-таки очень близка мне. Долгое время я у старших девочек была председателем родительского комитета и класса, и школы. Вот. Старалась со своей стороны всегда учителям помочь в плане проведения всевозможных мероприятий, внеклассных и внешкольных. И для себя я не представляю, чтобы вот мы могли к учителю с какими-то оскорблениями вообще обратиться, подойти и вызвать его на такие эмоции. Но здесь именно это болезнь общества. И дети получают не совсем верное, наверное, воспитание, представление о работе учителя. Но и учителя, они же тоже вышли с этой самой же среды. И они иногда сами действительно тоже, не имея определенного опыта какого-то жизненного, не имея определенных педагогических знаний, возможно, и своих человеческих качеств каких-то, вот, наверное, себя ведут тоже не совсем должным образом. У меня был пример того, что я пыталась разрешить конфликт, который возник у моего старшего внука в школе, причем он в 19-й школе учился. После собраний, которые проводили в школе, в классе, значит, был представитель, там называется, по делам несовершеннолетних с правоохранительных органов, классный руководитель приглашал детей, были приглашены на собрание, были приглашены родители, и вот на этом общем собрании классном вот, пытались выяснить ситуацию, именно тоже отношения учеников между собой, вот, учеников с учителями. И после этого проведенного собрания меня очень порадовало отношение моего внука, который подошел ко мне, подал мне руку, дал возможность спуститься с лестницы школьной по ступенькам и сказал: «Папа Фай». Но ко мне ребята подошли и сказали: «Какая у тебя бабушка крутая». Было очень приятно. Но это именно, наверное, с учетом своего все-таки жизненного опыта, я попыталась все-таки донести и учителю его неправильные отношения. И то, что он начал некие вопросы озвучивать, такие, которые не нужно было бы
родителям знать, а необходимо было учителю один на один с ребятами поговорить. В то же время какие-то вопросы необходимо было отдельно с родителями вначале проговорить, прежде чем собрать это общее собрание. Вот. Но это все, опять же, скорее всего, как я предполагаю, от большой неопытности и от того, что не складываются нормальные человеческие отношения между учителем и учеником. У меня вопрос по поводу того, что вызывает раздражение учителей и воспитателей детских садов. Не то ли, что учителей зачастую привлекают для работы в избирательных комиссиях, и где им приходится выполнять, как сказать, непрофильные функции и как бы не совсем даже иногда этично работать, выполнять работы вот, и сотрудников избирательной комиссии. И еще есть такой фактор, как неуважительное отношение работодателей к своим сотрудникам, педагогам. Вот, например, 8 ноября в Ардатовском районе руководитель детского сада Теремок уволила в связи с предпенсионным возрастом 6 воспитателей и 1 помощника воспитателя, которые обратились возмущенные в прокуратуру Ардатовского района, и прокуратура за них восстановила на работе, отменила изменение штатного расписания и оштрафовала руководителя детского сада. Как же воспитатели эти будут относиться к детям, то есть они не могут чуть-чуть не срываться на них, зная, что их в любой момент могут необоснованно уволить? Как вот это влияет на учителей, с вашей точки зрения? Ой, ну, с учетом избирательной кампании, я могу сказать, что в данном случае ситуация неоднозначна, и было уже мной озвучено, что общество наше деградирует. Выборы, которые проходят, да, не зря их называют все псевдовыборами. Я, как непосредственно член территориальной комиссии Рамадановского района, могу об этом судить. Могу судить о том, как учителей привлекают чиновники, директора к выполнению несвойственным им функций, к обману граждан. Вот. Сама езжу, контролирую во время выборной кампании избирательные участки, сама ловлю учителей очень часто на определенных нарушениях, о которых я сообщаю. Почему я, опять же, не совсем удобно для наших властей, республиканских, в том числе центральной нашей избирательной комиссии Республики Мордовия. Именно потому, что очень много нарушений я нахожу, я о них пишу, я их озвучиваю, и приходится даже, были моменты такие, когда мы 56 исков подавали в судебные органы, и приходили на них директора школ, учителя. Очень многие директора и учителя потом отказались участвовать и быть членами избирательных комиссий, потому что отвечать на суде и слышать, как же вы можете воспитывать детей, обманывая в избирательной кампании, именно в таком процессе, от которого зависит их будущее, ну, это не совсем этично, это как раз является свидетельством о деградации. С одной стороны, я уже говорила, я всегда своих детей призывала и призываю всех остальных детей уважать труд учителя, труд воспитателя, труд человека, который дает тебе определенные знания. Но и сами учителя на сегодняшний день, то есть общество их переиначивает, их функции, и поэтому они выполняют те функции, которые им не свойственны. Поэтому, да, с их стороны тоже в этой жизни, естественно, никто у нас не остается идеальным в этом обществе, все мы подвергаемся определенному прессу тех обстоятельств, в которых мы оказываемся. Вот. И поэтому с их стороны, да, элементы агрессии возникают, элементы неприятия возникают, тем более очень многие вещи поставлены на финансовые рельсы, в том числе расчеты, ну, в том числе и само нахождение на работе. Они зависимы от своего руководства, от их воли, и поэтому такое возможно в нашей жизни на сегодняшний день.
ничего как бы нового здесь, ну, я в данный момент для себя особо-то и не увидела. А то, что их увольняют, ну, у нас республика в данном случае должна тоже пройти свой определенный путь. Вот они решили таким образом предпенсионных людей попытаться уволить с учетом того, чтобы потом не нести бремя определенной ответственности, которая будет ложиться на работодателя. Второй блок новостей называется «Полиция». У нас 9 Любимая ноября... моя тема. Хорошо, вот сейчас Суды и полиция. дам вам почву статистическую для анализа. Так. 9 ноября глава республики Владимир Дмитриевич Волков участвовал в торжественном мероприятии, посвященном Дню сотрудника органов внутренних дел, в котором сообщил следующую информацию, которой он как бы обоснованно гордился. Уровень преступности в Мордовии остается одним из самых низких в стране, как он говорит, почти на треть ниже, чем в среднем по России. И наше министерство занимает достойное 28 место. И рассказал, что 6 ноября Путин Владимир Владимирович подписал указ о том, что он забирает у нас Владимира Александровича Толкунова, заместителя нашего Министерства внутренних дел республики, который напрямую отвечал за полицию вот последние 3-5 лет, и назначает Владимир Владимирович его главным как бы правоохранителем по Брянской области. Он с 2000... У него большой пункт, как бы карьерная лестница. В 2013 году вернулся снова в Саранск из Пензенской области, возглавлял, был заместителем начальника полиции, потом начальником полиции. И чтобы вам ответить на вопрос, как вы оцениваете уровень правопорядка за прошедшие 5 лет, вот еще какие вам цифры приведу. Отдел правовой статистики прокуратуры 14 ноября опубликовала на своем сайте отчет о состоянии преступности в Республике Мордовия за январь-октябрь 2018 года, за 10 месяцев. И сообщила, что в Мордовии было зарегистрировано 6689 преступлений, чуть меньше, чем за прошлый год. Меньше всего преступлений было в Большегнатовском районе, больше всего в Саранске и Рузаевке. В чем изменения по каким видам преступлений? По незаконному обороту наркотиков за 10 месяцев относительно прошлого года выросло почти на 9%, по фактам мошенничества выросло на 15%, по зарегистрированным кражам, наоборот, снизилось на 27%. Количество преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, сократилось почти на 30%, несмотря на чемпионат по футболу. В результате всех преступлений в Саранске погибли 33 человека. А вот на дорогах руководитель ГИБДД Мордовии Сергей Николаевич Гагарин сообщил, что за 10 месяцев произошло 869 ДТП, погибли 120 человек, 1200 травмированы. Как вы верите ли вы вообще ведомственной, насколько верите ведомственной статистике, и как вы оцениваете, как у нас с уличной преступностью и вообще с преступностью республики? Ну, данные, наверное, более-менее объективные даются, потому что действительно уличная преступность у нас, как вот, судя по тому, как я по вечерам хожу с работы домой, ее стало меньше. Наверняка, и это все свидетелями этого являются. Вот, у нас любят вспоминать иногда лихие 90-е годы, сейчас такого на улице не наблюдается. Но, наверное, со временем, в ближайшее время, года-два, с учетом, опять же, составляющей финансовой в самой республике, уличная преступность, наверное, будет у нас повышаться. Безработица? Да, безработица, да, уменьшение финансовых средств, оно влечет к тому, что подрастающая молодежь, который не имеет возможности найти себе применение, найти себе работу, а жизнь красивая у нас, которую демонстрируют у нас постоянно по телевидению, в различных сериалах и в различных шоу, хочется всем, тем более рядом живут люди довольно-таки бывают обеспеченные, вот что вызывает иногда зависть и желание обогатиться за счет другого хотя бы таким способом. Поэтому я думаю, что сейчас все это у нас еще ожидает впереди, в ближайшие года-два, что это все будет развиваться, тенденция к этому уже начинает проявляться. Вот. То, что касается по наркотикам и по мошенничеству, здесь действительно тоже я считаю, что более-менее информация, наверное, объективная, при том, что
еще не все все-таки заявления, которые поступают, по ним есть результаты по проведенным проверкам должного характера, процессуальных актов по возбуждению уголовных дел, наверное, очень много просто еще идут отказных материалов. В частности, я вот сейчас тоже работаю с одним делом, но и лично написано заявление о мошенничестве, осуществленное на одном предприятии. Проверка по нему проходит. Я надеюсь в данном случае на положительный результат, потому что там проверка идет очень основательно. Хотя, с другой стороны, вот было сделано 8 ложных доносов, и уголовного дела на сегодняшний день по 8 ложным доносам пока сотрудниками правоохранительных органов не возбуждено, хотя заявление было сделано еще летом. Сейчас прошло практически полгода. То есть слишком долго у нас сотрудники правоохранительных органов в силу нежелания, наверное, исполнять свои обязанности. Могу я, наверное, здесь задеть еще работу у нас прокуратуры, надзорных органов, потому что информация все больше и больше начинает проходить. Это не только моя, я сама давно об этом говорила, а сейчас я замечаю, что очень многие люди на эту тему говорят, что сотрудники надзорных органов у нас работают как филиал почты. Они получают документы и направляют по различным ведомствам. Сами непосредственно надзор и контроль по этим заявлениям и проверку по этим заявлениям они не осуществляют. И это дает определенное недоверие к власти со стороны граждан именно в проверке тех противоправных деяний, которые они наблюдают. Поэтому вот с одной стороны, да, работа ведется. Нужно отдать должное, что во время проведения чемпионата мира на самом деле у нас в республике было очень хорошее настроение наших граждан и тех гостей, которые к нам приезжали, которые участвовали в качестве болельщиков, в качестве, может быть, даже не болельщиков, а просто людей, которые приехали познакомиться с нашим городом, с нашей республикой. Вот. Что меня еще порадовало, насколько наши дежурные МВД по Республике Мордовия стали вежливыми, тактичными, стали принимать заявления на очень высокопрофессиональном уровне. Было очень приятно работать в таких случаях. Вот. Но на местах, в районах, к сожалению, у нас еще пока есть определенные моменты, по которым есть нарекания. Вот. Но всегда эти нарекания, я их озвучиваю, никогда я их не скрываю, говорю открыто, в глаза и руководству, и непосредственно самим сотрудникам. И я вот сейчас насчет нареканий скажу. 10 ноября сайт info.rm.com проинформировал, что количество выявленных сотрудниками органов внутренних дел противоправных деяний коррупционной направленности увеличивалось на 25% за год, а число зарегистрированных фактов взяточничества выросло в 2 раза. И вот пример. 21 ноября задержали, наконец-то, сотрудника дежурной части ОМВД, который в течение года выдавал ритуальному агентству, разглашал ему факты смерти людей и местонахождения их тел. Я тоже думал, когда же это произойдет, и вот молодцы, и причем задержали сами, это совместная работа органов, сотрудников собственной безопасности МВД и следователей Следственного комитета по Мордовии. Его уволили, и дело уголовное завели, и на его руководителей их привлекли к строгой дисциплинарной ответственности. Как у нас с коррупцией в Мордовии, и как вот можно этот факт проинтерпретировать? Ну, как это интерпретировать? Ну, видимо, наверное, этот молодой человек, как ходят в таких случаях разговоры в обществе, перешел кому-то очень дорогу своим товарищам где-то в чем-то, поэтому, наверное, его и задержали. Потому что вот мое заявление, в частности, о котором я говорила, то есть вот есть человек, ныне действующий директор ЗАО «Ичалки» Аюпов Ренат Наилевич, который сделал 8 ложных доносов на моего доверителя. Доказано в суде? В суде не доказано. В данном случае доказательству в суде это не подлежит, потому что проверка у нас осуществляется непосредственно сотрудниками МВД. То есть если есть ложный донос, ну просто если есть заявление, да, и оно проверяется. И в заявлении содержит в данном случае о том, что он
ознакомлен со статьей 306 Уголовного кодекса, да, за заведомо ложный донос. Что означает заведомо ложный донос? Когда человек не совершил противоправного деяния, а ему этот человек инкриминирует, что он совершил. И есть на самом деле такое понятие добросовестное заблуждение. Да? То есть, если, допустим, он в данном случае, ну, как пример я приведу, это заявление написал в отношении человека, который, совершившего фактически преступление, но написал он заявление в отношении другого человека, потому что он похож, либо был одет в такую одежду, либо у него манера, походка там была, либо еще, ну, вот такие вот моменты, да, тогда действительно он мог спутать, добросовестно человек заблуждался. Но когда здесь у нас идет такое обсуждение, прошу привлечь к уголовной ответственности, потому что такой-то, такой-то присвоил денежные средства из кассы предприятия. Он утверждает, что добросовестном заблуждении быть никакого не может. И таких подобных заявлений, их 8. При этом, когда первое заявление рассматривается, в отношении него не возбуждается уголовное дело по ложному доносу, потому что в первый раз, ну, следователь пишет, и не следователь, осуществляющий проверку данного заявления, что человек добровольно заблуждался. Но потом поступает второе заявление. Снова отказ в возбуждении уголовного дела, при этом на заявителя пишется, что он опять добровольно заблуждался, добросовестно. Потом он делает на этого же человека третье заявление. И так 8 раз. Как можно добросовестно заблуждаться 8 раз? Ну, естественно, понятно уже после второго и третьего раза, что человек просто-напросто действительно хочет оболгать другого. А насчет коррупции? А вот тут как раз и вопрос. А почему в отношении вот этот вот следователь проверяет при этом большей частью один и тот же следователь? Почему он пишет в данном случае, что заявитель добросовестно заблуждается? Наверное, тут есть элемент коррупции. И когда я написала заявление о рассмотрении в отношении этого следователя на предмет того, существует ли коррупционная составляющая, потому что подозрение у меня такое возникает. А в связи с чем? Ну хорошо, на основании чего? Следующий вопрос, у меня есть еще такой же пример. Дознаватель Маркин. Это в службе судебных приставов. Практически аналогичная ситуация. Человек фактически не знает УПК, не знает УК, занимает должность дознавателя. При этом он сам своему руководству, когда я делала заявление в службу собственной безопасности, или как там называется, тоже отдел по борьбе с коррупцией внутри их службы, да, вот, и я информацию эту доношу, причем там он делает поступки не один раз, а первый раз делает, допускает, ему указываешь на них второй раз, третий раз, и каждый раз это все касается моего доверенного лица, моего доверителя, прошу прощения. Вот, так спрашивается, а здесь почему? Демонстрируете незнание УПК, демонстрируете незнание УК, Уголовного кодекса и Уголовно-процессуального кодекса. Так если он, я уже в отделе по борьбе с коррупцией задала им вопрос такой напрямую. А почему он у вас эту должность занимает? Он не профессионален? Если не профессионален, то, значит, вы должны принять в отношении него его уволить. А если он знает это и намеренно это не соблюдает, то значит элемент коррупции присутствует. Одно из двух. Это ваша точка зрения. И вот насчет того, что он не знает УПК, это тоже звучит как утверждение, это как бы ваше представление. А он сам, да, это, что... нет, это не мое представление. Дело в том, что я в заявлении написала, какие он не знает статьи УПК, какие он не знает статьи УК, и он сам якобы признался руководству этого отдела, что благодаря Макаров Анне Юрьевне я хоть сейчас познаю данные кодексы. Да, и в этих двух случаях вы как бы как в каплях воды видите ту ситуацию с коррупциогенностью, которая происходит в нашей республике, да? Конечно, конечно. И таких примеров очень много. Третий блок новостей называется, вот как вы разочаровались в некоторых сотрудниках и следователях, разочарование в местных и региональных властях. В ноябре произошло очень несколько видеоконференций, которые проводили большие начальники. Допустим, помощники президента, видимо, им было поручено, или может каждый месяц они проводят. Лариса Игоревна Бричева, начальник государственного правового управления, ГПУ, звучит так.
чтобы страшно Не было. видела, ага. Вот. К ней она рассмотрела обращение жительницы Саранска, которая обратилась к президенту Путину, о том, что с просьбой благоустроить придомовую территорию многоквартирного жилого дома 97 по улице Гагарина, сзади магазина «Чайка». Провели совещание, вызвали ответственных лиц, зампред правительства Мордовии Чадов обещал к июлю 2019 года будет сделано. Дальше, 21 ноября, видеоконференцию провел тоже помощник президента, бывший министр транспорта Левитин Игорь Евгеньевич. К нему обратилась жительница Ардатова. Обратилась, президенту, конечно, она обратилась не к нему, но он рассмотрел обращение. Сколько можно? Вот, пожалуйста, я тебя очень прошу, не читай дальше. Если у нас помощники президента будут рассматривать вопросы... Ну, дорога нужна на улице Чапаева. Но если они будут рассматривать, это как раз свидетельство о том, что в данном случае наши региональные власти совершенно не работают. Но еще будет президент нам трубы менять и дворы мастить, да? Но это до какого степени нужно довести страну до ручного управления, чтобы сейчас этими вопросами занимались помощники президента. Вот опять мы говорим о деградации общества, о деградации власти. А вообще. на прямую линию к Путину обращаются: почините дорогу. Ну, поэтому и сейчас у меня к этому, как сказать, не институту, а к мероприятию, которое вот это вот проводится, прямая линия, да, негативное отношение полностью. Если раньше вот на первых самых этапах, первые года, действительно это было, наверное, нужно, чтобы люди почувствовали, что президент действительно хочет узнать состояние и мнение граждан в стране, и вообще, что делается, да, то на сегодняшний день при том контингенте, который у него имеется, подчиненных, всех вот этих федеральных структур, региональных структур, ему не знать об этом, или действительно работа отстроена так, что без него никто ничего на месте не может сделать, но это же, маразм я не могу сказать, но это из ряда вон выходящая ситуация. И при этом, что это все сделано именно при правлении у нас Владимира Владимировича. Лично им. А может, вот эти жители Ардатова, Чингушева, Саранска не знают, что вот у нас в следующем блоке новостей передается. Оказывается, у нас в ноябре в Чамжинском районе в селе Большие Ремезенки построили производственное помещение на 420 мест для крупного рогатого скота. В Качкуровском районе открыли молочный завод. Будут у нас 30 видов молочной продукции. Летом построили цех по мороженому. Вот в ноябре построили цех по мороженому. 12 видов мороженого. Фаина Юрьевна, мы будем... Возможности у нас есть своего собственного. Но для этого необходимо опять, если наши граждане не знают, средства массовой информации для этого существуют, чтобы это озвучивали. А средства массовой информации у нас в последнее время озвучивают только как большей частью мероприятий, где у нас участвуют либо представители высших наших должностных лиц нашей республики, вот, либо такие вот более спортивные мероприятия, либо еще какие, а вот эти вот реальные, которые касаются жизни граждан, республика у нас аграрная, вот был недавно у нас мероприятие, посвященное Дню сельскохозяйственного работника, в РДК называется, да, мероприятие, чествовали сельхозпроизводителей. Так почему данному мероприятию посвятили в новостной ленте вот буквально вот там пару минут? Почему бы не показать это мероприятие полностью, чтобы граждане всей республики, которых делегировали свое руководство, вернее, пригласили их руководство для проведения этого мероприятия, которых награждали, ведь там награждение было ни одного, ни двух человек, как нам показали, а наверняка награждение происходило очень большого контингента лиц. Почему бы их не показать? Чтобы сельчане порадовались за свое руководство, потому что в данном случае и их частичка труда присутствует в этом награждении. Мне так кажется. И поэтому вот эти все новостные, у нас вот столица ЭСА, да, она больше посвящает у нас свои материалы всевозможным определенным конфликтным ситуациям таким, либо вот таким, как вам сказать, больше происшествиям всевозможным. Причем криминальной направленности, либо вот на дорогах, ДТП, либо криминальной направленности. Вот это да. А реальная живая жизнь людей, которые их интересуют, где все это? Где проблемы по тем же самым ЖКХ, по больницам? Ведь народ недоволен на сегодняшний день определенным уровнем услуг, которые им представляет нам
медицина. А проблемы нигде особо не освещаются. Это очень-очень редко. Если, опять же, кто-то выйдет на федеральный уровень, и тогда после этого обратная реакция начинает идти, и наши чиновники начинают заниматься. А послушать всех, вообще картинка у нас в республике всегда очень отличная. Причем не первый год. Только почему-то жизнь у людей все хуже и хуже. Вот на последнем заседании Совета непарламентских партий прозвучала такая, значит, фраза, что у нас, оказывается, средняя зарплата по году по Республике Мордовия, значит, достигает 25,6, по-моему, тысяч рублей. И такой гул пошел, что потом Чебиркин был вынужден сказал, что да, действительно, вот вы сейчас это, он говорил первому заместителю министра по экономике Косовой, Галине Петровне, по-моему, вот, вы же почувствовали, что шум пошел, вот, и все, кто в зале сидели, высказывались по этому поводу, что рисовать статистику мы научились, мы умеем, но как бы нам холодильники наполнить на ту зарплату, которую нам рисуют. По поводу нарисованных картинок. У нас в ноябре прошло несколько очень крупных таких бизнес-мероприятий. 16 ноября в Саранске прошел деловой форум «Новый бизнес». Там участвовали молодые социальные предприниматели. 29 ноября в технопарке прошло общее собрание регионального объединения работодателей, Союз промышленников и предпринимателей Мордовии. Думали, обсуждали, как за 3 года решать совместные проблемы бизнеса и власти в соответствии с федеральными национальными проектами. 30 ноября состоялся предпринимательский форум «Бизнес-среда», в котором обсуждали, что у нас вот всякие, как повышать туристическую привлекательность, чемпионат у нас, как в дальнейшем туристов привлекать. И в целом вот Волков Владимир Дмитриевич на 26-й конференции партии «Единая Россия» вас не приглашали выступить? Нет. Там он... Я в «Единую Россию» не вхожу. Вот он как бы обрадовал нас, что чемпионат принес 31 миллиард инвестиций. И в ближайшие 2 года еще в 4 раза больше Мордовия получит, потому что будет участвовать в национальных федеральных проектах. Опять, Владимир, я тебя очень прошу. Меня вот эти вот новости, они меня не радуют, они меня раздражают. Весь бизнес к нам приезжает. Они меня раздражают. Проводят. Ну, раздражают. Пройдись по городу. Сколько у нас было на первых этажах открыто магазинов? Какие крупные социальные сети к нам пришли? Предпринимательский бизнес. Свертывается все, сжимается, как шагреневой кожей, изо дня в день. А 27 ноября, Фаина Юрьевна, налоги транспортные повысили, налог на прибыль, налоговый льгот отменили. Да. Проголосовали. Да. В частности, вот ты говорил там про технопарк, прозвучало, да, и там то, что у нас какие-то определенные мероприятия проходят. Далеко опять ходить не буду, я все обычно свожу к реальной жизни. Вот у меня племянник, он закончил Казанский технологический институт, учился на факультете нанотехнологии. После окончания Казанского института приехал сюда, в Саранск, пытался устроиться здесь на работу. 4 месяца провел. Он со своими знаниями специфического уровня нанотехнологий, который, в принципе, у нас своя республика так громко всегда кричала про этот технопарк, про то, что нужны специалисты, про то, что мы там занимаем, наш технопарк занимает там чуть ли не 2-е место по Российской Федерации в плане выполнения определенных работ. Но оказался человек совершенно ненужным, с такими знаниями своими. Казань его встретила опять с раскрытыми объятиями, и он вернулся туда. Вот и показатель. Также и в бизнесе. Хорошо. Бизнес, кому в данном случае руководство страны как помогает бизнесменам вести бизнес, если у нас налоги увеличиваются? Каким образом? А я думаю, Фаина Юрьевна, что магазины, которые закрываются на первых этажах, просто не знают, насколько у нас хорошая экология. Вы смотрите, 8 ноября прокурор Оттяжского района... Я тебя очень прошу, не приводи такие сравнения. Нет, но дело в том, что это... Параллель не проводи. Прокурор Оттяжского района у нас оштрафовал главу сельского поселения, который безответственно не услышал обращение местного жителя, который попросил, в конце концов, почему нет контейнера для сбора твердых коммунальных отходов. Дальше, 16 ноября, интернет-портал недвижимости домофон.ру
опубликовал ежегодное исследование, как оценивают чистоту улиц. Саранск на 3-м месте, представляете? 3-е место. Первый Сургут, второй... Сейчас я вас еще обрадую. Ну, Первая чисто у нас Анапа, в второй городе Сургут. относительно, поэтому как бы вот с одной стороны, да, по экологии мы можем говорить в плане мусорных всевозможных свалок, загаженности лесопарков, посадок определенных, да, то есть это есть. Но тем не менее, при этом все-таки улучшения мы на самом деле наблюдаем, да, даже те же самые большие ящики, которые поставлены вдоль трасс для сбора мусора, для жителей, на самом деле они очень удобны, вот, и допустим, вот у себя во дворе у нас стоят ящики мусоросборные, да, то есть они никогда не переполнены, вовремя вывозятся, поэтому в Саранске, по крайней мере, мы это наблюдаем. Но экология ведь она не только вот мусором этим славится, да, но еще в данном случае и непосредственно всевозможными химическими отходами, всевозможными выбросами и так далее, и так далее. Вот в последнее время опять стало наблюдаться, наверное, какие-то определенные выбросы с биохимика, потому что там стало налаживаться производство, и, наверное, либо это непосредственно с птицефабрик, вот определенные такие вот загрязнения тоже идут, и народ чувствует вот эту вот загаженность даже воздуха, не говоря про реки. Летом проходила какая-то информация об отравлении рыбы, да, то есть у нас всплыла тогда брюхом кверху. Поэтому место для того, чтобы министерство, соответствующее у нас по экологии, могло применить свои определенные усилия для того, чтобы действительно экологию улучшить, есть. И, насколько я знаю, в принципе, в последнее время они активно работают, потому что казна пуста. Казну надо наполнять. Наполнять, естественно, у нас любят наполнять штрафами определенными. Вот. Но помимо штрафов, хотелось бы, чтобы еще все-таки эти ведомства создавали определенные условия, чтобы этого не было. И в прошлом году я слышал, вот Римчуков, экономист, он говорил, что даже чуть ли в России доходы от штрафов превысили доходы от налогов. То есть... Да, тут даже ходить далеко не надо. У нас по одному земельному участку в Лямберском районе, находящийся в собственности чуть ли не 150 граждан, земельный участок один. Он не обрабатывался. Не обрабатывался он с учетом того, что прошли публичные слушания о переводе данного земельного участка в землепоселение. Однако же Росреестр в данном случае не перевел данный земельный участок, назначение его. Было это осуществлено на основании определенного законодательства, которого внесли изменения, и Генеральная прокуратура в данном случае дала свою оценку данному обстоятельству. Что у нас предпринял наш Россельхознадзор? Они не сельхознадзор, прошу прощения, а организация, которая возглавляется у нас, называется, связана... ГУП развития села или? Нет. А вот вместе сидят с Министерством сельского хозяйства, ведомство федеральное. Вот, штрафуют граждан за неиспользование данного земельного участка, причем каждого на 20 тысяч рублей. Хотя штраф должен быть... Там еще нет? Автодор? Нет, там, где вот Автодор сидел, да, вот там в том же здании. Вот. И при этом штрафу подлежат собственники, да, то есть 20 тысяч нужно было разбить на всех участников долевой собственности, а у нас каждого в отдельности на 20, поэтому налоги собираются, поэтому они будут превышать, не налоги, а штрафы собираются, поэтому они будут превышать налоги. Налоги копейки с этих лиц, а штрафы очень, как бы в данном случае, существенные. Да, штраф существенный, зато вот лучше по сбору зерна у нас, с точки зрения, по данным, которые привел глава республики, это Лямберский и Атяшевский районы. 16 ноября он участвовал, как мы уже говорили, в торжественном собрании в честь Дня работника. Там Чернозем в Лямберском районе, одни из лучших земель, там и должны быть самые лучшие урожайные. В Атяшевском не могу сказать, я там не была, поэтому... в Лямберском то, что говорят, черноземы самые одни из лучших земель по республике Мордовия, это история. Ну вот он говорит, что Мордовия даже одна из лидеров в целом по стране, и первая в Приволжском федеральном округе,
не только по зерну, но по производству яйца, молока на душу населения, вторая по Яйцом мы мясу. всегда славились, не один десяток лет уже славимся, поэтому и с молоком со временем у нас будет, наверное, порядок. Но просто это опять о чем говорит? О том, что в Российской Федерации не все так хорошо с сельским хозяйством, что именно та политика, которая проводится со стороны государства, она убивает фермеров, она убивает маленьких сельхозпроизводителей, остаются крупные сельхозпроизводители, в которых инвестиции вкладывают не, как вам сказать, на уровне того, что они приближены к власти, имеют возможность использовать в том числе и либо кредитные средства большие, банки, да. Да, государственные банки, вот, либо же инвестиции определенного круга людей. Поэтому само по себе идет вымирание сел в деревнях, школ, фельдшерских пунктов. Про больницы я уже не говорю, потому что хотя бы фельдшерские пункты, чтобы существовали, чтобы село жило, а село не живет, естественно, работать на селе некому, поэтому, да, умирают, остаются самые крупные. Вот. Но республика, как мы говорили, аграрная, ей всегда было уделено внимание со стороны семьи бывшего губернатора нашего. Поэтому пока еще наша республика действительно теплится. Ну и, наверное, туда же еще у нас пойдут Краснодарский край с Ткачевым и все остальные такие. Вот. Поэтому мы можем занимать по производству неплохие места. А глава республики сказал, поставил задачу перед зампредами ввода неиспользуемых земель в сельскохозяйственных оборот. У нас много таких неиспользуемых? У нас есть неиспользованные земли. Если мы проедем вдоль вообще по району, по республике Мордовия, то мы увидим, что у нас есть поля, бывшие поля, которые обрабатывались для производства какой-либо сельскохозяйственной продукции, на сегодняшний день зарастают порослью березок, елочек. Вот. Поэтому, да, есть, к сожалению. И именно, опять же, это с учетом того, что внимание уделяется крупным сельхозпроизводителям, которые пока не могут отхватить все бывшие колхозы. Ну а маленькие сельхозпроизводители с учетом той политики, еще раз говорю, АПК, и тех невозможности в данном случае платить кредитные ставки и стоимость бензина, удобрений, услуг определенных, они настолько высоки, что они просто-напросто не выдерживают никакой конкуренции. И они поэтому становятся очень многие либо убыточными, либо банкротами. Следующий блок новостей – пожары. Вот осенью, этой осенью, 183 пожара у нас зарегистрировано. И вот как пример, хотя цифры это тоже, как вы любите приводить примеры конкретные, вот 25 ноября в Ковылкине сгорел дом, муж, жена. Мужа до этого видели соседи в нетрезвом виде, и потом он много курил. Как вот у нас с пожаробезопасностью в республике? Как себя обезопасить от пожара в каждой семье? Я не знаю, как можно обезопасить. У меня в самой деревне несколько лет тому назад дом сгорел, поэтому сгорел от бани. Поэтому вот форс-мажор такой случился. От суммы от тюрьмы, да? Да, поэтому что здесь может быть? Ну, во-первых, очень часто пожары возникают из-за проводок. Всем это известно. Из-за неправильной эксплуатации зданий определенных, из-за неправильного строительства, да, то есть тоже такие вещи случаются. Ну и, естественно, тот же самый форс-мажор, человеческий фактор. Если человек напился пьяный, ты же не можешь на него повлиять и там заставить его не пить или, допустим, заставить его не курить, если он всю жизнь курит, и если он у себя дома, он считает возможным вести себя так, как он считает для себя нужным. Поэтому, но, по крайней мере, сама по себе работа против пожаров, она, конечно, должна вестись, и, наверное, все больше и больше должно быть таких определенных сюжетов, именно, опять же, для более визуального видения, чтобы это вот прочувствовать, непосредственно телевидение. Не столько вот писать об этом в средствах массовой информации, но именно вот телевидение тоже у нас средства массовой информации, но именно виды, чтобы была картинка, чтобы человек мог прочувствовать, каково это. Потому что когда вот у нас был пожар, и когда полсела, там не полсела, но та часть села, где находится у меня дом, собрались, то есть для всех это был, конечно, шок. Для всех был шок.
Но как приехали пожарные? Воды нет. Шланги в дырках не могут это самое. Тушили совершенно не так, как было положено тушить. Потом приехал вот у меня Шамильевич, он бывший пожарник. Он взял под свой контроль само тушение. И то, что вот он тушил, то спасли. То, что до этого тушили, то сгорело все напрочь. Маленькие зарплаты у пожарных? Или, А я не знаю, маленькие или не маленькие, руководитель я не такие кадры узнаю. подобрал? Я не могу сказать. Просто получилось так, что я услышала о том, что у меня там пожар в деревне. Я сама находилась в городе, а в доме у меня в этот момент находились мои дети и внуки. Внуки тогда еще были совсем маленькие, грудные. Вот, поэтому я в срочном порядке, услышав о том, что у меня горит баня, дочь позвонила средняя с разговором, в смысле, она тихо, спокойно сказала: мам, у нас баня горит. То есть она пыталась меня как бы в данном случае не расстроить. Я даже как-то вот с учетом ее интонации вначале не придала этому значения. Потом уже через 5 минут перезваниваю, говорю: как у вас дела? Ну, я подумала, что просто, может быть, уголек выпал и так далее, что сейчас они там ковшик воды кинули, и все, на этом все. Она говорит: все, у нас уже тут уже сплошной пожар. Вот, я звоню в пожарную, кричу о том, что у меня там дети. И то есть поехали пожарные машины непосредственно с самого Лямбери и с города. То, что с города, они просто позже приехали. То, что с Лямбери приехали, вот такие там вещи были. Денег, наверное, не хватает на материальное обеспечение. Ну, я сейчас вам расскажу, куда деньги идут. У нас 1 декабря Министерство обороны сообщило, Министерство обороны, что в Ковылкинском районе у нас не доставало вот чего. Там заступила радиолокационная станция загоризонтного обнаружения нового поколения типа контейнер, которая теперь контролирует на высоте 3000 километров вверх и по сторонам экологию, пожары, и в том числе 5000 воздушных объектов одновременно. То есть если в Европе из Великобритании во Францию полетит ракета, в Ковылкине это все обнаружат. Стоит это денег больших, конечно. Вот, и вот насколько это вообще оправдано. Такие траты. Но они были бы оправданы, если бы народ жил в сытости, в довольстве, и у людей имелись бы возможности в данном случае находить применение своим знаниям в работе. Вот. Тогда бы, наверное, такие вещи были оправданы. А когда люди здесь на местах, очень многие сводят концы с концами, не зря мы говорили про наличие холодильника, который в данном случае очень многие заполнить не могут. Вот, и о том, что у нас зарплаты рисуются, а нереально получаются людьми, о которых говорят, то такие траты, они, конечно, с одной стороны, они необходимы, но они необходимы были бы, страна могла бы себе это позволить их вести, в том случае, если бы народ при этом был более обеспечен. А нам говорят, враги вокруг, какой тут обеспеченности холодильник. Извини меня. Нас у все нас хотят враги, уничтожить. когда у вас возникли с 2014 года. Давайте тогда проводить в данном случае причинно-следственную связь. Почему вдруг до 2014 года все мировые страны нас любили, со всеми были хорошие отношения, вот, никакого антагонизма между руководителями великодержавных стран не было, и вдруг они возникли в 2014 году и после 2014 года. И санкции вот на сегодняшний день, насколько я знаю, еще на полгода продлила у нас Европа. Поэтому, наверное, вопросы все-таки нужно задавать непосредственно к руководству нашей страны, что они делают не так, что вдруг все так неожиданно повернулись теперь к нашей стране одним местом. А вот смотрите, в Грузии каким местом повернулись во время выборов. Произошел второй тур 28 ноября, на котором 1 100 000 избирателей, это 60%, проголосовали за женщину Саломе Зурабишвили. Она была и дипломатом, она работала в Министерстве иностранных дел и Франции, и Грузии, у нее было двойное гражданство, избиралась в парламент грузинский, потом для того, чтобы поучаствовать в выборах президента, отказалась. Да. Вот рада вы за нее, да? И, конечно, и вообще, конечно. не пора ли нам избрать женщину президента в стране? Не знаю. Я в таких случаях всегда говорю, святым место пусто не бывает.
Кого выберут, того выберут. Но выборы должны быть реальными, а не выборы должны быть псевдовыборами того, кого назначат. Потому что то, что нам кажется, с одной стороны, кому-то одному или там небольшой кучке людей, что вот этот лучший выбор, это не факт. Поэтому нужно в данном случае, не зря нам все-таки Конституция гарантирует право выбора, и в этом случае надо данный пункт Конституции все-таки исполнять абсолютно всем, начиная от верха до низа, и защищать свои права, уметь защищать свои права. И если тебе право дано выбирать, то есть вот я не зря вспоминала 11 год и 56 исков, да, на тот момент та территориальная комиссия, где я работала и была наблюдателем, она показала по республике самый низкий результат за Единую Россию. Только потому, что в данном случае я проводила, как я считаю на тот момент, честно и ответственно свою работу. Но так как я стараюсь всегда проводить на любом порученном или взятом лично мной самой участке. Поэтому много зависит от нас самих действительно еще. И от нашего менталитета, и от нашей внутренней установки, внутренней убежденности. Это как в 16 году, по-моему, гражданин Британии в какой-то из регионов, или Башкирия, или Саратов прибыл, и там оказался вокруг в селах, и в этом избирательном участке было отличие. И явка, и процентная разбивка была как в Москве, а во всех селах была там в разы отличалась. Даже вот на последних выборах я баллотировалась от Коммунистической партии России. В Госсобрании. И была в Госсобрании, да, Республики Мордовия. При этом у меня было одно единственное мероприятие, которое я проводила у себя во дворе, на которое пришло 4 человека, больше нигде. То есть у меня стопка была агитационных листов, которые напечатала, которые, они так и остались, они так и лежат полностью все в коробке. Было роздано мною порядка, ну, может быть, там 20 или 30, и то своим близким и знакомым я эти листочки просто похвалиться своей фотографией, о том, какая я там довольно-таки симпатичная. Вот. И оказалось, что по республике после всех избранных депутатов, то есть тех, которых не избрали, я оказалась следующей на первом месте при полной отсутствии агитации. Но это тоже что-то значит. То есть люди-то в любом случае реальную работу или реальное убеждение, которое человеку присуще, все равно знают и видят, и, наверное, чувствуют, я так думаю. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что в нашей программе «Мордовский блок новостей» ноябрьские новости из жизни Мордовии комментировала член Совета непарламентских партий при Госсобрании Республики Мордовия, заместитель генерального директора компании «Депозит» Фаина Юрьевна Макарова. Спасибо вам большое. Не за что. Всех благ вам, всего доброго, до новых встреч. Надеюсь, что мы еще с вами встретимся на этом телеканале.